Дорогие друзья, всем самый большой, огромный, просто пламенный привет от меня и от моих друзей, с которыми мы сегодня приехали сюда. Аржан Кундустук. Очень крутое место. Наши жители не только города Кызыла, но в принципе из Тувы приезжают сюда для того, чтобы из ручейков набрать этой целебной воды, которая своими преданиями уходит в тысячелетия. На самом деле открыт этот Аржан был еще во времена тюркского каганата с 4 по 8 век. Реально здесь такая былинная история того, как он в принципе появился. Здесь обитали и обитают бобры, которые лизали камни, которые дают определенную силу. Вода исцеляет, дает силу слабым и оздоравливает больных. На самом деле, иногда мы в жизни, во всей мирской суете, кто бы чем ни занимался, кто бы чем ни жил, кто бы что там ни организовывал, мы зачастую забываем о самом главном, что единение с природой, беречь все то, что нам дает Мать-Земля, это является очень ключевым для каждого из нас. Ну, по крайней мере, для меня уж точно. Поэтому, когда есть свободное время от работы, от каких-то дел, от какой-то суеты, мы приезжаем сюда, мы здесь разговариваем, мы здесь просто обмениваемся мыслями, эмоциями, запасаемся 5-литровыми бутылками, набираем эту замечательную воду, ну и, соответственно, потом пьем ее и так далее и тому подобное. Если же говорить о самом предании, то, безусловно, я эту информацию изучил, и кто не был у нас в Кызыле, ну, в основном эта информация для тех, кто здесь не был на бобрах, не был на этом источнике. Предание гласит, что люди узнали об этом источнике от бобров. Представляете? Ну, интересно же, да? Вроде как-то звучит сказочно, но в этом и сама соль. Короче, они сюда приходили пить воду, эти бобры. Вот. Ну и, соответственно, источник пополняет воду одной из величайших рек Сибири. На самом деле, пишется, что 21 источник здесь имеется, и вот они по склону стекают вот так, журча вниз, и наполняет воду Енисея. На самом деле, конечно же, побыть наедине со своими мыслями, подумать о чем-то очень важном и, может быть, не совсем важном, это на самом деле очень круто. Когда ты слышишь журчание воды, замечательное осеннее наше тувинское солнце, ну это круто, это здорово, это воодушевляет, это подпитывает тебя определенной энергетикой. На самом деле, кто не знает, этот источник находится буквально в 2 километрах от города Кызыла, ну и, соответственно, буквально в 700 метрах вот от того моста, который проходит через Енисей. Вот. И, соответственно, конечно же, я говорил о том, что эта вода способствует выздоровлению организма. Когда, допустим, летом ты сюда приезжаешь, там в конце весны или даже в начале осени, можно заметить, вот тут рядышком есть стоянка, приезжает большое количество автомобилей с людьми, люди набирают эту воду. Это большая традиция, которая, еще раз повторюсь, уходит своими корнями в столетия, но тем не менее люди очень чтят это и приезжают сюда постоянно. Значит, смотрите, интересная такая цитата, пожалуйста, слушайтесь. На священном источнике бобры проводят зиму, облизывая волшебные камни, дающие силу слабым и здоровье больным, о чем я говорил ранее. Выходы воды коптированы, сделаны удобные лестницы и скамейки, это чуть дальше, да. Когда вы сюда приедете, вы можете отдохнуть, провести время, поболтать с друзьями и так далее. Аржан находится на обрывистом склоне, вот прям туда идет склон, составляет он приблизительно где-то 45 градусов с правого северного берега реки Енисей. Вот, поэтому, уважаемые друзья, температура воды на выходе на поверхность составляет в районе плюс 4 градусов. Но на самом деле она очень холодная, я вам честно скажу. Ну и, соответственно, изучив состав этого аржана, воды в частности, можно было прийти к выводу, и люди пришли к выводу о том, что вода гидрокарбонатная, магниевая и кальциевая. Вот. Минерализация аржана составляет 0,46 грамм на литр. Это значит, что вода в источнике не минеральная, а просто чистейшая питьевая. И люди посещают его, веря в лечебные свойства, очищающиеся духовно. Ну круто же. Поэтому, друзья мои, здесь реально кайфово, прям обалденно. Вот, надо набрать 5 литров воды и отдать Денисову, чтобы он на работе, соответственно, вскипятил чайник, и мы могли что-нибудь покушать, попить и так далее. Поэтому всем большой привет. Мы очень любим Кызыл и все, что с ним связано, и нашу замечательную природу. И главный посыл этого всего видео заключается в том, что
иногда мы в жизни реально из-за суеты не замечаем всего того, что нас окружает. Этому надо уделять время, это абсолютно нормально. И сейчас мы поедем дальше работать, но вот этот часик-полтора, который мы здесь побыли, он действительно заряжает. Поэтому не болейте, здоровья всем. Вот. А кто болеет и у кого нет сил, пожалуйста, приезжайте сюда и пейте воду из Аржана Кундустук. Все, всем большой привет.